По сложившейся традиции фестиваль проходит на прилегающей к Национальной библиотеке территории. С каждым годом программа мероприятия расширяется. На этот раз здесь расположились 8 тематических площадок. У каждой из них свой уникальный антураж и воплощение. К примеру, на территории визуального искусства выставлены изделия ручной работы и картины юных художников. Некоторые работы представлены учащимися Очимчирской школы искусств. Я в детстве рисовал тоже разные рисунки. И у меня была тетрадка, я на них автомат рисовал разные. А потом я забросил это и начал красками рисовать цветы всякие. А как ты именно к жанру абстракционизм пришел? Не приходится срисовывать с чего-то, можно просто придумать что-нибудь, и это уже тебе нравится. Я вот эти рисунки, я их не придумал заранее, я просто на ходу брал из головы разные идеи. А вот еще одна площадка фестиваля «Буккроссинг», на которой представлены как абхазские, так и зарубежные авторы. Любой желающий может выбрать и забрать с собой понравившуюся книгу. На территории «Живое слово» тоже представлены книги. Ценные издания из Фонда Национальной библиотеки и издательств Абхазии. На площадку были приглашены юные поэты и чтецы. Татьяна Каплахова пересказала отрывок из новеллы Михаила Лакарба «Афархаца». Там есть в конце самые завершающие главные слова. Среди его слушателей сидел 140-летний Таркил Джисип. Он сказал: «Тому, кто отомстил вовремя, называют ахатца. А того, кто воздержался к поверженному врагу и проявил великодушие и выручил его из беды, называют афархаца. Не каждому ахатца дано быть афархаца». С каждым годом увеличивается количество гостей и участников арт-фестиваля, организованного Национальной библиотекой. Одним из главных принципов мероприятия остается открытость и доступность, поэтому в нем может принять участие любой творческий коллектив. Логотипом этого 8-го международного фестиваля мы сделали, прослужив столетие книги. Нам на будущий год, в 2021 году, исполняется 100 лет нашей национальной библиотеки. Мы располагаем уникальным, универсальным фондом. И далее мы в фестивале используем все жанры, все направления культуры. Являются участниками из Москвы, из Российской Федерации. Из Москвы 2 делегации, с Краснодара, с Адыгеи, с Луганска. Это наши друзья, с которыми мы ежегодно работаем. В рамках фестиваля «Прогулка по набережной» благотворительный фонд Ашана представил магниты милосердия и церковную утварь. Каждый, кто посетит территорию благотворительности, приобретет что-нибудь, может сделать сразу 2 добрых дела: пожертвовать на лечение ребеночка и на строительство православного храма. Призываем всех гостей арт-фестиваля не проходить мимо нашей территории, поддержать какой-то покупкой, либо добрым словом и добрыми пожеланиями. На одной из тематических площадок фестиваля был организован праздничный концерт, в котором приняли участие юные певцы и молодежные хореографические коллективы. Арт-фестиваль продолжил работу до вечера. Подобные мероприятия дают возможность возродить интерес к чтению, традициям и культуре народов, проживающих в Абхазии. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.